Уметь применять полученные на уроках знания на практике, успешно проходить тестирование по ОГЭ и ЕГЭ, а также участие в олимпиадах. Лекции по биологии проводит Андрей Колотвин, доцент кафедры вирусологии, иммунологии и микробиологии Московского государственного университета. Это будет практикум, и, конечно же, он очень важен для того, чтобы дети не только услышали и визуализировали, но и попробовали собственными руками какие-то методы, включая методы молекулярной биологии. Вот у нас еще подразумевается практикум по раскапыванию растворов. Александра Анучкина – одна из участниц семинарских занятий. Девушка хочет быть врачом, сделать шаг к мечте. Она решила, успешно выполнив тест на тематическую смену по биологии в центре «Олимп». Вместе с другими детьми она решает задачи по ботанике. При помощи микроскопа мы берем микропрепарат, увеличиваем его и описываем то, что мы видим. Мы пишем, что это, что мы видим, потом рисунок мы рисуем микропрепарата, и потом это будет конкурс, и победители, скорее всего, там наградят как-то. Сейчас я рисую пыльник, это очень интересно, он достаточно своеобразен, и я со своей соседкой по парте очень увлечены этим делом. Андрей Васильевич Колотвин, он очень интересно преподает, очень хорошо знает свою тему. Вчера мы разбирали тему метаболизма, а также задания ЕГЭ. Сегодня же мы смотрели в микроскоп и, так сказать, изучали строение различных клеток, тканей и так далее. Этот курс рассчитан как на школьников, так и на преподавателей. Поэтому пока учащиеся решают практические задачи при помощи микроскопа, учителя черпают теорию из первых уст. Тема семинара – проектная деятельность в школах. Андрей Васильевич рассказывает, как сделать проект, чтобы он выглядел выигрышно, какие темы лучше использовать и не только. В выводах такого исследования, простейшего, которое не требует никакой экспериментальной деятельности, вы должны описать, ребенок с помощью вас, абитуриент должен описать на основании поставленных задач и целей и на основании того массива информации и тех математических расчетов, что были получены в результате исследования, какую вы сформируете идею и вывод. Недельный семинар в рамках образовательной смены стартовал в Центре одаренных детей «Олимп» в понедельник. В общей сложности это 36 академических часов. На курсы повышения квалификации приехали преподаватели биологии со всех районов региона, а это около 40 человек. Эти курсы очень полезны для каждого учителя биологии, потому что мы разбираем огромное количество сложных заданий для подготовки к ЕГЭ для учащихся старших классов. Это нам, конечно же, поможет для того, чтобы мы смогли достичь высокого уровня, дети, высоких баллов при сдаче ЕГЭ. И также мы разбирали огромное количество олимпиадных заданий. То есть максимально эффективно провели эти занятия. Я была на многих курсах повышения квалификации, но оказавшись здесь, я поняла, что эти курсы самые лучшие, можно сказать. Узнала очень многого полезного для себя. В плане генетики очень много интересного материала было. Также, как готовить детей к олимпиадам, разным проектам. Основная задача, которую ставит Андрей Васильевич в работе с педагогами, это поделиться опытом. Он работает по собственной методике. Программа, которая здесь проводится на основе Центра для талантливых детей, касается генома человека. В основе его лежит моя программа, которую я провожу на базе второго меда для абитуриентов. В эту программу входят практические занятия, входит подготовка к тестам ЕГЭ, ОГЭ, а также профориентация детей на раннем этапе с целью выбора будущей профессии. Андрей Васильевич Колотвин, он в течение короткого времени смог найти подход к каждому ребенку. Образовалась некая комьюнити, то есть сообщество, которое было объединено общим интересом. То есть это интерес, естественно, это их любимая наука – биология. Это не единственные курсы, которые проходят в Центре одаренных детей для учащихся и учителей. В прошлом году здесь провели цикл семинаров и лекций по математике. Также планируется повысить квалификацию преподавателей физики. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.